В Уфе прошла встреча земляков и гостей Зилаирского района. В стенах ГКЗ «Башкортостан» царила удивительная атмосфера. Люди узнавали друг друга, обнимались, словно большая семья после длительной разлуки. Вы знаете, что самая древняя пуговица, которая есть в мире, она найдена именно на территории Зилаирского района? Это ровесник египетских пирамид. Вот это изделие, оно датируется эпохой бронзы и было найдено на территории Зилаирского района. Мы копали в 2006 году поселение эпохи бронзы Алахас. И при зачистке материкового грунта был обнаружен вот этот замечательный артефакт. Я его называю пуговицы современного облика, это действительно так. И если смотреть вот чисто морфологически, с позиции археолога, на сегодняшний день это действительно самая древняя пуговица. А пока мы рассматривали самую древнюю пуговицу в мире, кто-то уже успел расстаться со своей пуговицей на пиджаке. Ульчево раскрутили на пуговицу. Ульчево на пуговицу раскрутили. Меня соблазнила и не первый раз идея Бориса Николаевича. В данном случае я сделал то, о чем в полной мере рассказать даже не могу. Ладно, половину раскрою. Я пожертвовал и отрезал пуговицу со своей одежды, но она не могу сказать, что она была лишней, поэтому дальше раскрывать не буду. Это был секрет. Матрай, стань свободным. Это акция, которая позволяет нам избавиться от чего-то дурного, от чего-то плохого в жизни, от какой-то вредной привычки. Пуговицу застегиваем, становится теплее, расстегиваем, вздыхаем. А когда человек начинает нервничать, не может расстегнуть пуговицу, это какие-то оковы. Вот от вредной привычки освобождаемся, срезаем пуговицу символично, прикрепляем и обещаем. Закрываем, вставляем и выигрываем полет на воздушном шаре. Хвоздиная роза. Так. Друзья, я тоже поучаствовала в акции. Освобождаю себя от дурной привычки. Не буду говорить какую, потому что проходит голосование. Отрезаем. Какое отношение имеете к Зилаирскому району? В недавнем совершенно прошлом мне посчастливилось быть в составе студенческого строительного отряда. Мы работали в Зилаирском районе. Поэтому для меня Зилаирский район – это моя юность, моя молодость, мои студенческие друзья. И так посчастливилось мне общаться с многими зилаирцами. Я очень счастлива иметь таких друзей в своем окружении. Я рада, что я из Зилаира, из Зилаирского района. Я желаю нашему району процветания, успехов, ну и всем жителям здоровья. Если вкратце, как сложилась ваша судьба? Кем вы стали? Ну, я после школы поступила на юридический факультет, соответственно, стала юристом. По карьерной лестнице я вот ушла в отставку с должности заместитель прокурора Республики Башкортостан. Да, и еще... Вот Зилаирская земля взращивает прокуроров Республики Башкортостан. Еще и депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 6-го созыва. А сейчас я в отставке. Ну, как говорят, экс не бывает. Ну, бывших не бывает, особенно прокуроров. Во-первых, это удивление, это восторг, это настолько возвращение к нашим истокам. И вообще, на самом деле, очень не верится, что этой пуговице 4500 лет. Это очень много. Мои пуговицы, наверное, максимум года 2. Ну, мои тоже примерно так же. Может, чуть больше, может, 3 пусть будет. Друзья, вы знаете, что талантливый человек талантлив во всем? Как давно вы начали писать картины? Вы же певица. Ну, я не певица, я пишу песни, пишу стихи и пишу картины. Я же из Зилаира, а у нас там замечательная природа. Вот я и пишу природу. Что особенно вдохновляет вас? Красота природы. Я уверена в том, что если люди научатся уважать природу, то тогда все будет хорошо. У нас и горы, и леса, и родники, и каких только деревьев нет. И у нас и сосновый бор, и березняки, и смешанные листа, и дубравы. У нас вот такая природа потрясающе красивая. Я на этом замечательном мероприятии по приглашению Бориса Мелкоедова
Он очень много раз нас приглашал в Зилаир, но мы так и не доехали. Вот Зилаир приехал к нам сегодня, поэтому мы с удовольствием на этом замечательном мероприятии. Здесь такие красивые люди, они открытые, они добрые. Желаем Зилаирскому району дальнейшего процветания под руководством Бориса Николаевича. Борис Николаевич, столько теплых слов от земляков и гостей сегодня на празднике. Вот вы сами как считаете, в чем уникальность таких встреч? Ну, я думаю, душевность в первую очередь, потому что люди общаются с близкими для себя людьми, ну, а силу им дает в том числе Зилаирская земля, и поэтому мы можем так собираться друг с другом и обмениваться эмоциями. А есть перевод слова «Зилаир»? Это что он означает? Елаир, теплая песня. Елаир. Республикасында үгітілдің туған еліміз Ресейсында бик көп апатлы шахыстар жүрген. Шишмәлән һәм бесен битемгә улымды сайкатып алсакта, кәйфтәрем күтәрелде, хәлгә килеп китте. Күләкләрен егеп, еләкләрен үгеп ашаган, туган ягымны йөрәкләрем ялынып китә асылына әйткәндән. Дорогие друзья, когда приходишь вот сюда, в зал, ты понимаешь, насколько мы богаты. Насколько богата вот наша земля, которая рождает такие таланты. И, на мой взгляд, получилось очень, знаете, вот, душевно. И это, наверное, самое главное. Сила человека, она не только физическая, она в душе. Вот, когда наш один парень лежал раненый, и 7 ребят, понимая, насколько там опасно пошли, вот для меня это показатель. Вот это душа. Душа им не позволила отлеживаться где-то, когда они его вытащили. Он сейчас живой, живет в Зилаире. И сегодня вот, среди нас есть ребята, которые защищают нас, вот, чтобы мы так вот могли быть в мире, жить, чтобы наши дети имели будущее. Ну и то, что этот концерт благотворительный, мы 18 марта планируем поехать уже к ребятам туда, потому что мы понимаем, им тоже нужна поддержка, и прежде всего душевная поддержка нужна. Без тыла нет победы. Я всеми вами горжусь, всех ценю, уважаю. Быть добру, победа будет за нами. Спасибо. То, чему научила меня наша Родина, я думаю, в наше не очень спокойное время позволяет все-таки быть уверенными, спокойными и за сегодняшний день, и за ее будущее. Ледин. Назвали Эльбрус. Назвали Эльбрус, да. Ну, так получилось, я к этому не имею отношения. Мне уже пришлось подстраиваться под имя. Я очень рад оказаться на мероприятии, посвященном Зилаирскому району, людям. На самом деле, вот ту красоту, которую я увидел и услышал на сцене, оно осело во мне. Вот я сейчас нисколько не преувеличиваю. И вообще, подобные культурные мероприятия стоит посещать. Опять же, я апеллирую к себе. Те, кто не пришел
точно пожалеют, но я точно стану лучше, красивее, потому что... А сильнее? Сильнее, безусловно. Не только физически, но и морально, и эмоционально, самое главное. Потому что с этого сила настоящая начинается. То, что внутри в тебя оседает, не только пища, но и духовная, да. Это делает тебя, новые высоты создает. Всем зелаирцам большой привет. Мелодия Курая превращает оружие в музыку. Юрий Шатунов, қайдан? Дәрет. Менде монголдар бармы? Мынау менің Молдан Темір халқы. Башқұртстанның атқанымған артисі Эльмира Юлдашева. Ұшы состав менен айқынының сарағын барып көріп қуанып қайтайын достар. Сегодня мы с вами создали вот здесь, вот в нашем большом концертном зале положительную, позитивную ауру. Зилаир, мой дом, ты меня не предашь. Сквозь годы расстояния я не забываю, как в детстве мечтала о том, что заседаю. Зилаир, моя сила, моя гордость и свет. В своих объятиях нахожу я свой ответ. Я пою о Зилаире, это родина моя. Не дороже, краше, ближе Зилаир для меня. Чилит просто в Зилаире, самый лучший в мире вайб. Моя бести Зилаира, с ней мы просто ловим хайп.